Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Потеряхина Юлия Юрьевна. Я преподаватель художественного отделения детской школы искусств города Емва. Сегодня я провожу мастер-класс, который называется «Чайные фантазии». Для этого мастер-класса я выбрала необычную технику исполнения, нетрадиционную технику исполнения. И будем выполнять мы с вами такие вот открыточки в технике чайной кляксографии. Сейчас очень популярны стали различные техники, где вместо обычных красок берутся какие-то нетрадиционные материалы, например, кофе, вино. У меня вот такой вот чайный вариант. Я думаю, что чай наиболее подходит для работы с детьми, например. И я провожу такие работы на чаепитиях с детьми, на каких-то классных мероприятиях. И чай – это замечательный напиток, который удаляет жажду, придает бодрость. Чай очень древний напиток, известен с самых древних времен. И с самых древних времен его использовали не только как напиток, но и для окраски тканей, например. И мы сегодня с вами тоже попробуем использовать чай с точки зрения такой окраски. Будем окрашивать, тонировать бумагу, делать с помощью чая пятнышки, и потом уже преобразовывать их в такие вот красивые изображения. Тему для своего мастер-класса я выбрала мотивы китайских, японских акварелей. Мне кажется, они наиболее хорошо подходят для этой техники, потому что пятнышки получаются такие необычные формы, они получаются разные по тону, где-то потемнее, где-то посветлее, и очень созвучно таким мягким китайским акварелям. Вот такие вот у нас получатся с вами открыточки. Так. Я думаю, приступим к мастер-классу. Итак, дорогие друзья, нам для работы потребуются сегодня такие заготовочки из акварельной бумаги. Форма может быть разная, не обязательно такие, но я выбрала вот такую вот вытянутую форму. Для открытки у нас открытка. Вот так будем открывать. И в результате у нас должны получиться вот такие вот открыточки. Сначала мы будем наносить тонировать бумагу чаем, потом наносить
произвольные пятна, потому что кляксография – это техника нанесения произвольных пятен и потом оформления их какие-то образы. И затем уже будем прорабатывать, детализировать это все с помощью маркера. Поэтому нам потребуются, значит, заготовки из акварельной бумаги. Затем нам потребуется карандаш, маркер черный. Чай я беру самый обычный, вот такой в пакетиках, черный. Не надо сказать, что не все сорта чая подходят для такой техники, только красные и черные. Зеленый не очень будет хорошо виден. Дальше нам нужен скотч малярный для того, чтобы закрепить, и планшет какой-то закрепить, чтобы нашу заготовку на планшете. Ну и салфетки, чтобы промакивать и вытирать руки. Значит, подготовим нашу заготовочку. Нужно ее прикрепить на планшет с помощью скотча. Закрепляем с 4 сторон. Так как мы будем мочить наш листочек, чтобы он у нас не деформировался, мы его подготовим. Значит, будем где-то закреплять, ну, на сантиметр где-то примерно. Можно чуть меньше закрепить. Так, аккуратненько закрепляем. И потом, когда мы с вами снимем скотч, у нас получится вот такие вот аккуратненькие рамочки. Тоже хорошо будет смотреться. Так, вот закрепили. Значит, здесь вот я уже приготовила, у меня здесь пакетики с чаем, они замочены в теплой воде. Ну, в горячей воде надо сделать это заранее, чтобы руки не обжигать, чтобы вода была уже теплая. Ну, значит, и первое, что мы сделаем, это затонируем как бы немножко нашу заготовку. Тонировать будем с помощью пакетика. Надо приготовить листочки, чтобы убрать лишнюю жидкость. Значит, мы берем пакетик, отжимаем его немножко. Так, немного вот так вот убираем жидкость лишнюю. И теперь можно затонировать слегка нашу заготовку. Достаточно. Теперь нам нужно будет сделать, значит, пятнышки. Ну, так как я выбрала такие мотивы китайские, японские, китайские акварели, то композиция у нас здесь идет диагональная, то есть по диагонали вот так вот, да. Поэтому я буду делать пятнышки ближе к этому краю и немножко вот так вот наискосок буду делать, капать, да? Значит, берем мы с вами второй пакетик, опять немножко сейчас отожму, вот, и просто начинаю произвольно делать пятнышки. Они могут быть абсолютно разные, побольше, поменьше. Много не надо делать, вот достаточно для того, чтобы у нас получился контраст, более светлый фон и более темные пятнышки. Когда они высохнут, у нас получится как бы разные тона. Где-то будет потемнее, где-то будет посветлее немножко. Значит, и, конечно, нужно дождаться высыхания, чтобы эта заготовочка наша высохла. Так, я здесь приготовила уже, у меня вот здесь, значит, я отложу стороночку, пусть у меня там высыхает. Вот у меня уже готовые сухие заготовочки. Так,
Можно для того, чтобы высохло быстрее, например, воспользоваться феном. Можно немножко промокнуть салфеткой, какие-то там промокнуть места, чтобы они быстрее подсохли. Так, вот у меня уже есть готовая такая заготовка. Так, когда полностью высохнет, можно уже потихонечку снять скотч, для того, чтобы нам удобно было потом это все прорисовывать. Так, снимаем скотч. Снимаем аккуратненько, потому что бывает, что скотч рвет бумагу. Так, и вторую. Заготовку. Так, вот что у нас получилось. У нас получились вот такие вот две заготовочки. Вот, а теперь, значит, когда у нас вот здесь получились пятнышки, они где-то получились темнее, где-то, да, где-то вот потемнее есть, где-то посветлее. И теперь нужно как бы посмотреть, немножко подумать и увидеть здесь какие-то образы, да, вот в этих вот, среди этих вот пятен найти какие-то образы, которые можно было бы потом выделить с помощью маркера. Ну, так как у меня тема китайской акварели, китайские мотивы такие, то обычно это изображение каких-то насекомых, животных, растений, потому что значит, в китайской акварели вот часто используются такие мотивы. Вот. Ну, что здесь можно сделать? Ну, например, вот в этом вот, да, вот эта вот открыточка. Ну, можно сделать какие-то растения. Вот, например, здесь у нас вот можно увидеть, вот, например, там листочек, да. Вот это может быть цветок, вот здесь вот какие-то тычинки будут. Можно найти здесь еще вот, например, листочек. Чтобы эти образы не потерялись, можно воспользоваться простым карандашом и немножечко их, вот то, что мы нашли, да, как-то обозначить, чтобы зафиксировать какой-то образ. Ну, например, вот этот вот листочек. Вот он у нас пойдет вот сюда, листочек. Так, дальше. Вот здесь вот можно сделать листочек. Так, соединим. В этой работе у нас хорошо соединяются такие выразительные средства, как пятно и линия. Значит, пятно и линии, которые мы будем добавлять маркером. Так, цветок. Например, вот так. И здесь у нас тычинки получились. Так, вот еще один листочек сюда пойдет. Так, и можно добавить вот здесь большой лист, который там. И вот здесь у нас еще группа такая осталась, пятнышек. Мы и сюда сделаем такой вот цветочек раскрытый. Так, и опять маленький листик. Ну вот, в принципе, вот как бы у нас уже композиция такая вот готова, небольшая. Такой получится, не знаю, цветок лотоса, допустим, да? Такой водяной цветок лотоса. Так, здесь вот на второй заготовке, здесь у нас такие более мелкие пятнышки идут, да?
Ну, можно сделать, например, ветку сосны, которой здесь вот у нас иголочки, заснеженную такую ветку сосны, которая, кстати, тоже часто, да, вот в китайских акварелях встречается такая вот заснеженная ветка. И, возможно, здесь вот где-то вот это пятнышко и вот это можно сделать, например, птичек, 2 птиц посадить сюда, да. Вот у нас получится такая вот веточка. Для этого мы сейчас прорисуем тоже немножко направление, зададим этой вот ветке, как она пойдет сюда вниз, опустится. Так. И вот из этого вот здесь, допустим, туловище. Так, голова, хвостик вот сюда. И здесь вторая птица у нас опять голова. Так, хвостик и крылышко. Ну вот, такая вот будет у нас заснеженная ветка. После того, как мы вот определились, да, с нашими образами, нашли здесь образы, на самом деле это как бы очень увлекательное занятие, особенно для детей, потому что им очень нравится искать вот среди этих пятнышек какие-то образы, какие-то необычные. Вот. Ну, не обязательно можно детям задать тему такую. Вот. Дети очень любят находить, например, образы животных, да, каких-то вот здесь вот. Дальше они очень любят искать вот каких-то человечков, игрушки какие-то, вот, находят. Вот. Ну, значит, вернемся к нашим открыточкам. Так, ну, нашли. Теперь можно приступить к проработке маркером. Значит, маркером мы делаем линии. Линии должны получаться живые. Они не должны как бы сильно загружать и закрывать наши пятна, которые у нас получились, да, чайные, и они должны как бы обыгрывать, да, немножко нашу вот эту вот композицию. Значит, маркер тоже я беру самый обычный, значит, такой вот тоненький, для того, чтобы проработать нам уже вот эти вот все места. Ну, начинаем прорабатывать. Можно начать вот, допустим, сверху вниз. Начну. Или задам сейчас направление сначала вот этого цветка. Так, листочек прорисовываем. И вот прям можно также вот неровно, как у нас пятнышки шли, немножко это вот все прорисовываем. Так, какие-то детальки уже можно прорисовать. Там, например, жилки на листиках, да. Так, прорисовываем лепестки нашего цветка. Так, чашечку прорисуем. И здесь вот у нас такие брызги получились. Можно сделать такие тычинки. Нарисовать пыльцу. Так, цветок. Теперь переходим. Здесь у нас листочек. Так. Здесь маленький листочек делаем. Какие-то пятнышки можно оставить. Вот, например, здесь, как будто бы это у нас там какой-то задний план, да, идет. То, что сзади находится за нашим изображением. Так, и вот этот теперь цветок прорисуем. Тычинки прорисуем.
И остался последний листик. Так, ну все. Здесь у нас можно добавить немножко летящей пыльцы. Так, ну, можно добавить для полноты такой, как бы, потому что японцы и китайцы очень любят каких-то добавлять насекомых, животных. Ну, мы добавим сюда насекомое. Например, стрекозу можно добавить. Маленькую стрекозку добавим. Ну вот и наша композиция готова. Такая вот получилась открыточка с таким вот каким-то цветком. Вот. Хотя изначально, да, это были просто какие-то чайные пятна. Вот такая вот игра, как бы, она очень увлекает. И можно создавать такие вот интересные открытки с помощью такого простого способа. Так, ну и вторую давайте сделаем сейчас вторую с нашей веткой заснеженной. Опять начинаю с того, что вот прорисую немножко вот эту вот ветку. Вот эти пятнышки очень получились похожи на иголочки сосны. Мы сейчас так вот сделаем немножко. Здесь иголочки покажем. Так. Здесь. Даже не буду их обводить, они довольно четкие здесь получились. Просто добавлю сюда иголочки. Так, сюда вниз она у нас опускается. Немножко прорисую некоторые. Какие-то там пятна можно оставить. Так, вот здесь, например, да, это можно сделать снег, который лежит на наших ветках. Так. Ниточки еще прорисуем для наших птичек. Так, вот птичек можно немножко поярче сделать, чтобы они у нас здесь выделились среди наших пятнышек. Вот где-то я немножко здесь вот побольше, да, сделала, прокрашу. Так, и вторая. Так, и хвостик здесь у нас.
Так, немножко здесь закончим ветки. Ну, нарисую еще немножко как бы снега падающего. Так, ну вот вторая у нас готова. Ну, на такую милую открыточку можно вполне подарить коллегам, друзьям, родным, какой-то, может быть, праздник, как воспоминание о приятном чаепитии совместном. Можно внутри подписать, например, «Доброго дня». Подпишу тоже в таком стиле китайском. Ну вот, такие у нас открыточки получаются с помощью техники чайной кляксографии. Очень удобно проводить такое занятие с детьми, особенно на чаепитии, пока значит, мы пьем чай, и у нас уже в это время мы делаем такие вот милые вещицы. Чудесные получаются. Надеюсь, вам понравился мой мастер-класс. Надеюсь, вам что-то пригодится в вашей работе. Большое спасибо за внимание. До новых встреч!